Это место и так любимо жителями Эжева. Здесь открываются живописные виды на реку и просторные поля и леса. А потому в любое время года, будь то зима или лето, в этой части района всегда много отдыхающих. Мамочки с детишками, люди в возрасте, молодежь. Каждый здесь находит себе применение. Здесь очень много отдыхающих с детьми. Но и в то же самое время это место для активного отдыха. Здесь очень много и популярное место – это групп скандинавской ходьбы. Здесь место для утренней зарядки, место для прогулок по свежему воздуху. Здесь уже есть несколько спортивных и детских площадок, а еще веревочный городок. Рядом в лесочке занимаются группы по ориентированию Северной Олимпии. А на открытых площадках часто можно наблюдать юных живописцев. Напротив парка работает художественная школа, и дети часто выходят на пленэр. Да и уроки физкультуры на свежем воздухе все чаще проходят здесь же. А потому сомнений, что развивать нужно именно эту территорию, не было ни у районных властей, ни у самих эжвинцев. Местный общественный совет реализацию проекта поддержал единогласно. Там будет открываться широкий вид на речку. То есть, учитывая все интересы. Возникают вопросы, почему вот именно здесь, на улице Славы, а не где-то в центре Эжева. Но оптимальный вариант вот здесь. Транспорт ездит, несколько автобусных маршрутов, все ездит. То есть общедоступно будет. И я считаю, что всех удовлетворит, и не только я считаю, но и Совет общественных организаций считает, что это место определенно оптимально. Сама работа по созданию парка началась еще в 2013 году. Именно тогда появились первые площадки. Ну а теперь они станут частью одного большого проекта. Зоны отдыха здесь предусмотрены для абсолютно всех категорий населения. Для молодежи появится еще несколько спортивных коробок для волейбола, футбола и даже тенниса. А еще дорожки для езды на велосипедах, скейтбордах и роликах. Для людей постарше площадка для танцев и сцена. А еще большая оборудованная территория для просто посиделок на природе. В лесной части будут выложены дорожки и заведено освещение. 129 миллионов общественной стоимости. Безусловно, это очень трудоемко. Даже в этом году, когда мы занимались увеличением этой площадки, мы понимали, что здесь, собственно, такие сложные земли, глина, и техника здесь тонула. Но я думаю, что справимся. Сам инвестпроект муниципальный. Средства на его реализацию предусмотрены. Под трансформацию подпадет целых 86 тысяч квадратных метров. Это от самой Северной Олимпии до здания администрации. Появится здесь даже свой фонтан, причем уникальный для коми-формы. Это будет плоскостное сооружение вдоль велосипедных дорожек. А потому местные власти и общественники уверены, если проект удастся реализовать к столетию республики, то это станет настоящим подарком всем эжвинцам. Любовь Лапина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Эжвинский район.